Здравствуйте, уважаемые зрители! Итак, мы сегодня побеседуем о бизнес-школах, которые занимаются обучением казахстанцев азам предпринимательской деятельности. И позвольте представить гостей в нашей студии. Итак, это Азамат Онайбаев, эксперт НПП «Атамекен». Здравствуйте, Азамат. И Ильдар Аминов, предприниматель. Приветствую вас, Ильдар. Здравствуйте, Руслан. Да. Итак, Азамат, первый вопрос к вам. Расскажите, конечно же, об этой программе, о ее целях и задачах. Ну, с 2015 года НПП РК «Атамекен» стал оператором по нефинансовой поддержке, соответственно, и согласно постановлению 2015 года, получается 161, бизнес-школа, оператором становится именно данного компонента, становится НПП «Атамекен». Сама бизнес-школа состоит из 3 программ, это бизнес-советник, проектное обучение с принципом наставничества и проект «Бизнес-рост». Целевая аудитория по программе «Бизнес-советник» — это начинающие предприниматели и предприниматели с предпринимательским потенциалом. То есть люди, которые хотят заниматься бизнесом, будучи, допустим, находясь на работе, думают о создании нового бизнеса, то есть чтобы сразу не уходить в бизнес, да, можно пройти курсы, посмотреть и пройти данный курс. Следующий проект — это проектное обучение с принципом наставничества. Данное обучение также направлено для как и начинающих предпринимателей, также для действующих предпринимателей. Обучение длится от 3 недель до 2 месяцев. Это точечное обучение. И получается третий проект — это проект «Бизнес-рост». Данная программа направлена для действующих предпринимателей, которые уже де юре открылись, у них есть уже обороты. Ну и, соответственно, те люди, которые хотят расширить свой бизнес, улучшить свои навыки, улучшить компетенции, да, для того, чтобы дальше развиваться. То есть проекты, скажем так, поэтапные, да, я так понимаю? Да, поэтапные. Соответственно, сам проект «Бизнес-советник», он проходит 2 дня. 2 дня 16 часов. Есть такие темы, как что такое предпринимательство, психология предпринимательства, то есть тему именно в бизнес-советнике, маркетинг и анализ, анализ рынка, бизнес-планирование, финансовый анализ, налогообложение, юридические аспекты, франчайзинг и IT в предпринимательстве. То есть даются азы, закрепляются навыками бизнес-тренерами. По завершению выдается сертификат о завершении. Данный сертификат способствует, получается, дальше начинающим предпринимателям участвовать в грантовом, так и финансировании, то есть в кредитном финансировании. То есть на сегодняшний день, как мы знаем, получается, в Астане тоже объявили уже конкурс на подачу грантов. И то есть те люди, которые обучились по проекту «Бизнес-советник», смело могут участвовать. Ну, довольно широкий спектр, скажем так, профессий. Даже нет, не профессий, а азов, да, вы даете предпринимателям, и как начинающим, так и продолжающим. Скажите, пошаговую инструкцию расскажите. Я начинающий предприниматель, или хочу заняться бизнесом и хочу пройти обучение в бизнес-школе. Что мне делать, как быть? Хороший вопрос. Давайте скажу, у нас какие новшества есть, как было и как сейчас есть. Получается, нынешнего года у нас, получается, заявки принимались вручную, то есть через ЦОПы, то есть Центр обслуживания предпринимателей, или через ЦПП, через Центр поддержки предпринимателей, которые находятся в районах, а их на сегодняшний день порядка 169. Там по всему Казахстану? По всему Казахстану, да, по всему Казахстану. Хорошо. И на сегодняшний день у нас в областных центрах порядка 20 ЦОПов. То есть это во всех городах, больших крупных городах, есть Центр обслуживания предпринимателей. То есть это человек мог подать заявку, оставить свое удостоверение. И на сайте палаты, получается, у нас региональных палат есть свои, получается, региональные палаты, они вывешивали странички, и там был график, то есть когда можно было обучиться. Но с прошлого года НПП «Атамекен» запустили цифровую платформу «Атамекен Сервисес Атамекен». Вы сейчас можете заявку подать через цифровую платформу. То есть онлайн? Онлайн, да. То есть мы даем возможность людям обучиться как офлайн, так и онлайн. То есть вы, будучи заняты и не успеваете, вы можете прийти к нам в ЦОП, просто сдать тесты, обучиться, изучить материалы, сдать тесты, и вам автоматически
выдадут сертификат, и с этим сертификатом вы можете участвовать во всех государственных программах, которые есть на сегодняшний день в рамках развития предпринимательства. А нет ли разницы между обучением оффлайн и онлайн? То есть, когда подается заявка онлайн, и человек находится где-то, скажем так, далеко в регионе, он сможет ли он полностью охватить все те предметы, что вы преподаете? Да, конечно. Просто здесь мы все привыкли работать по старинке. Нам лучше воочию увидеть человека, бизнес-тренера, преподавателя, да, который, получается... Посмотреть ему в глаза, скажем посмотреть так. ему в глаза, да, может быть, задать какие-то вопросы. Вот. И, соответственно, здесь face-to-face, то есть лицом к лицу, да, задать напрямую вопросы и пройти весь курс. А именно в онлайн-режиме вы весь материал прочитываете, да, то есть, получается, электронный учебник, там есть материалы, видеоматериалы. Самостоятельно, да, видеоматериалы. Изучив, вы, соответственно, сможете уже самостоятельно сдать тестирование. Но под надзором или да, под надзором, шефством, скажем да, под так, шефством консультантов. консультантов. Да, опытных консультантов. Хорошо, Ильдар, давайте перейдем к вам. Скажите, я так понимаю, вы тоже прошли обучение через этот проект? Да, и неоднократно. В прошлом году я проходил это обучение очно, то есть, как и Азамат сказал, face-to-face, хотел увидеть своего тренера. Мы находились в аудитории, проходили обучение. Тратилось на это много времени, конечно. Но хотелось увидеть тренера, и не было другой возможности, конечно, обучаться. В этом же году я также прошел бизнес-советник, но уже онлайн. И сумел оценить преимущества онлайн, потому что, в принципе, не выходя из дома, это в удобное для меня время. Я прошел все уроки, которые там, поэтапное обучение, разбитое по урокам. И что интересно, мне лично понравилось то, что там было это все изложено в виде видеоматериалов. Я просто доступно и просто. Да, доступно и просто. Я, допустим, мне легче посмотреть видео, чем прочитать. И мне это более понятно. И там различные тренера именно по своей тематике излагали, рассказывали урок. И по прохождению всех уроков я буквально за день все уроки просмотрел. И к концу дня я уже прошел тестирование, ответил все на вопросы и получил сертификат. Также онлайн он ко мне пришел на почту. Я так понимаю, вы действующий предприниматель, поэтому, наверное, вам и было удобно онлайн проходить, да? Курсы? Да, конечно, потому что сейчас самый главный ресурс – это время. И онлайн предоставляет возможность именно делать это тогда, когда тебе удобно. Хорошо. Насколько пригодились те знания, что были вам даны в бизнес-школе? Были темы, которые я раньше особо внимания не уделял им. Это темы, допустим, анализ рынка, маркетинг, потому что когда занимаешься бизнесом, стараешься охватить как можно более широкий круг вопросов, чтобы развивать свой бизнес. Но где-то до конца не дорабатываешь, где-то сильно в тему не углубляешься. А здесь уже были собраны все материалы, именно все, что нужно, было собрано. И я просмотрел, много интересного я узнал для себя. И из-за того, что это было все в одном месте, все в одно время и все на одной площадке. То есть все самое важное, все самое нужное было собрано. Не было, а есть, да, собрано на одной площадке. Мне понравилось, мне удобно. Ильдар, вы сказали, что несколько раз прошли обучение в бизнес-школе. Сейчас вы действующий, практикующий предприниматель. Вы, наверное, и сами уже можете, скажем так, преподавать и консультировать начинающих бизнесменов. Конечно, у меня есть опыт преподавания и начинающих предпринимателей, и действующих предпринимателей. Я обучал наших партнеров по франшизе. Когда мы продаем франшизу своего детского развивающего центра, мы проводим обучение для наших партнеров. В прошлом году я проводил обучение по государственным закупкам, по тендерам в городе Кокштаун при поддержке ДАМУ. У меня опыт, конечно, в этом есть, я могу преподавать. Да, кстати, Азамат, хотел у вас уточнить, а как вы набираете бизнес-тренеров, преподавателей, и чем они вообще отличаются от тех преподавателей, которые преподают студентам в вузах? Хороший вопрос. Здесь есть тонкая параллель. Согласно именно нашей программе, у нас есть требования к каждому бизнес-тренеру, то есть того человека, которого мы отбираем. Первое – это высшее образование, высшее экономическое или юридическое образование. Первое. Второе – знание казахского и русского языка, и, соответственно, английского. Знание ПК, то есть, чтобы вы свободно могли работать как и с программой Excel, также в PowerPoint, могли рисовать презентации.
Также у нас самое главное — это наличие сертификата о подтверждении того, что вы являетесь бизнес-тренером. То есть среди наших, скажем, бизнес-тренеров есть люди, которые имеют степень как и магистра, так и кандидата. Вот. Ну и, соответственно, здесь вот нужно пройти курс обучения о том, что вы являетесь бизнес-тренером. Чем отличается бизнес-тренер от преподавателя? Бизнес-тренер работает над навыком, то есть навыки продажи, навыки коммуникации, навыки анализа. Ну и, соответственно, само обучение состоит, скажу, из 4 этапов. Это вот классический пример, когда лекция идет 1:20, ну, в советское время, если вот вы помните. Вот. Лекция и практика, то есть записывают, отвечают, записывают, отвечают. Тут старый пример, да. Следующий Сейчас этап. как? Сейчас, я вам так скажу, сейчас нужно как и... Ну, я вам скажу, что идеальной формы нету, все зависит от самого человека, да. Меньше 1:20 или больше? Ну, Или я- живете по принципу время-деньги? Здесь есть, вот, получается, академический час, то есть 50 минут, да, и вот получается здесь не только дают теорию, здесь сразу закрепляется практика. Здесь нужно закрепить навык. Ну, ни для кого не секрет, что чтобы стать любителем, нужно 20 академических часов для того, чтобы вы хотя бы научились писать левой рукой, если вы правша, соответственно. Так. То есть 20 часов нужно. Ну и, соответственно, если вы хотите уже стать профи, это уже доказано, да, вам нужно от 5000 часов до 10 000 часов, чтобы стать профессионалом. То есть, вот Придется серьезно потрудиться. да, это же навык, чтобы вы смогли спокойно его применить, где вам нужно, соответственно. Ну и следующий этап — это вот тренинги, бизнес-тренер. Тренер работает вот именно с навыками, как сейчас говорил. Есть еще коучинг. Коучинг, он не обучает, он, получается, работает именно с респондентом, то есть, можно, скажем, face-to-face, 1 на 1, да, он задает вопросы, отвечая, получается, на вопросы, он сам создает себе, скажем, такой план работы, и они вот работают вместе. То есть он не дает рекомендации, он больше как психолог задает правильные вопросы, да, то есть, ну и последний этап — это фасилитатор, тот человек, который работает вместе в команде, то есть он заходит в группу проектов и отвечает за какой-то, скажем... Ментор. Ментор, да, ментор, да, вот получается этапы обучения. Ну и, соответственно, нельзя забывать о том, что самый главный принцип есть педагогика, есть андрогогика. Педагогика — это когда вот преподаватель обучает студентов, да, или школьников. Андрогогика — это обучение взрослых. То есть, допустим, педагог может сказать: дети, давайте запишем, следующий пример. Андрогогика, то есть человек взрослый воспринимает информацию путем разговора. То есть вы спрашиваете, я отвечаю, или я спрашиваю, вы отвечаете. То есть взрослым людям легче так, получается, получать информацию. В диалоге. В диалоге, да, вот именно вопрос-ответ, вопрос-ответ. Хорошо, вы пошагово рассказали о наборе консультантов и тренеров. Уверен, наверное, в крупных городах с ними у вас нет проблем. А что касается регионов, всегда ли удается находить консультантов там? Ну, да, вы правильно подметили, что Астана, Алма-Ата, вот получается, таких людей сейчас много. Ну и слава богу, сейчас государственных программ стало больше, и, соответственно, там тоже, соответственно, человек, который проходит обучение, получает сертификат о том, что он является бизнес-тренером, он спокойно может участвовать у нас. Ну и я еще раз повторюсь, что лет 5 назад было сложно найти вот именно под требования. Сейчас, в принципе, можно уже найти, то есть дать объявление, да, и, соответственно, то есть несложно найти. Последний вопрос вкратце. Вот я слышал, что бюджет проекта составляет порядка $1 миллиарда. Это правда, нет? Нет, у нас ежегодно проект компонента бизнес-школа — это около 200 миллионов тенге, то есть 189, 190. Туда входит, львиная часть это уходит вот на заработную плату бизнес-тренеров, которые круглый год работают. Я еще раз хочу отметить, что сама бизнес-школа, она работает круглый год. То есть нету перерывов, и принимает заявки. То есть, допустим, есть другие компоненты, другие проекты, то, соответственно, у них там есть периодичность 6-3 месяца, допустим. У нас круглый год вы можете обучаться. Вот. И, соответственно, у нас вот львиная доля уходит на зарплату, на раздаточный материал, ну и, соответственно, на, получается, площадки, которые вот проходят тренинги, семинары, вебинары. У нас есть и выездные, получается. Вот в рамках проектного обучения приходят наставники, допустим, да, они выезжают, допустим, как экскурсию дают, да, показывают мастер-классы, такой роуд-шоу. Да.
Ну что ж, уважаемые зрители, итак, мы сегодня беседовали о бизнес-школах, которые занимаются обучением казахстанцев азам предпринимательской деятельности. Вел программу Руслан Меликша. Всего вам доброго.